В одном зале собрались коллеги, друзья и родные известной абхазской писательницы Римы Хашба. Перед собравшимися выступила ее однокурсница и близкая подруга Ирина Вардания. Их судьбы были схожи – обе дочери репрессированных родителей. Но несмотря на все тяготы жизни, Рима Хашба смогла не только выстоять, но и внести огромный вклад в развитие абхазского устного творчества и науки в целом. Мы встретились с ней в институте и больше не расставались до конца ее жизни. Закончили мы институт, и Лела Николаевна Ачба, директор школы-интерната номер 1, это великая женщина, великий педагог. Она забрала нас к себе в школу. В произведениях Римы Хашба четко прослеживается тонкий психологический подход к детям. Рима Арсеновна с юных лет по-особенному относилась к своим ученикам, стараясь дать им не только знания, но и развить творческий потенциал, заложенный природой. Она умела вышивать, она умела красиво, она рисовала прекрасно. И сейчас вы представьте, какие она костюмы шила своим детям. Ее класс всегда занимал первое место. На всех, у нас тематические вечера всегда проходили, и Рима там блистала со своим классом. Она сценки ставила, а сколько стихов знали ее дети. Определенное время Рима Хашба работала в редакции журнала «Алашара». Затем была научным сотрудником в отделе фольклора Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Рима Арсеновна защитила диссертацию на тему «Абхазский детский фольклор». Научные труды и произведения, выпущенные под ее авторством, и сегодня вызывают большой интерес исследователей. Ученые склоняются к мнению, что важность детских сказок, песен, поговорок не оценена по достоинству. Правильный посыл, заложенный в произведении, во многом влияет на развитие и формирование положительных качеств личности. Сила эмоционального воздействия различных видов детского фольклора позволяет корректировать нравственный опыт детей и подростков. Народные песни, танцы, мелодии, игры не только способны повлиять на формирование эстетического вкуса ребенка, но это и социализация в условиях межэтнической и межконфессиональной напряженности. На произведениях Римы Арсеновны выросло не одно поколение, но больше всего повезло детям и внукам писательницы, ведь они были первыми читателями и, конечно, поклонниками ее произведений. Когда любимой бабушки не стало, Илане было всего 4 года, но девушка помнит, как вместе с ней читали книжки и учили детские стихи. В памяти все остается, и я до сих пор помню, как я их рассказывала и самой бабушке не раз, и для меня это тоже тогда было очень волнительно. Когда можно было выбрать какое-то стихотворение, то я очень часто выбирала стихотворение бабушки, к примеру, и его рассказывала, и, конечно, в этот момент переполняла меня разными эмоциями, особенно гордостью, то, что это стихотворение моей родной бабушки. Обычно непреодолимое желание выражать мысли в письменной форме передается через поколение. Вот и внуки абхазской писательницы Римы Хашба не скрывают, что склонны проводить время за письмом. Мы с братом занимаемся этим. Брат тоже бывает то, что пишет рассказы, но он это делает для себя, как и я. Я бывает даже, что пишу и стихи. Масштаб исследований, которые проводила Рима Хашба, не ограничивался пределами детского творчества. Она успешно занималась изучением смеховой культуры абхазов, заговорных и других национальных традиций. Амилия Бисмарк, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.